Здравствуйте! В эфире рубрика «Новости спорта». В студии работает Ольга Башук. Со 2 по 4 августа в Варшаве состоится международный турнир «Мемориал Циолковского» по вольной борьбе. Для российских борцов этот старт станет одним из решающих этапов отбора к лицензионному чемпионату мира в Нур-Султане, который пройдет с 19 по 23 сентября. Особое внимание якутских болельщиков будет приковано к весовой категории 57 килограммов. Напомню, что соответственно, на польском ковре выступит обладатель Кубка мира 2019 года Араян Тётрин и действующий чемпион России дагестанец Рамис Газматов. Тот борец, который выиграет турнир в Польше в контрольных схватках во время сборов, будет оспаривать путевку на чемпионат мира 2019 года с прошлогодним чемпионом мира Зауром Угуевым. Якутский боец ММА Григорий Попов проведет бой в рамках 3-го в России турнира самого успешного промоушена по смешанным единоборствам, который пройдет 9 ноября в Москве. Кроме этого, дебютирует в UFC и Хадис Ибрагимов. Напомню, 8 июня Григорий Попов в своем дебютном бою в рамках самого известного промоушена в Чикаго уступил американцу Эдди Уайнланду. Всего на счету 35-летнего бойца 13 побед и 2 поражения в ММА. А в активе 24-летнего Ибрагимова, который является двукратным чемпионом Европы по боевому самбо, 8 побед и ни одного поражения. 12 сильнейших спортсменов со всего мира прибыли в Карелию. Это не только обладатели чемпионских титулов, но и новые перспективные участники Лиги силового экстрима. Кто показал лучший результат на соревнованиях, смотрите в следующем материале. Для спортсменов подготовили 6 испытаний на все группы мышц. Это толчок 140-килограммового бревна на время, становая тяга, где почти все преодолели планку в 400 килограммов, и другое. Желающих увидеть соревнования было так много, что залезали даже на крыши тренажеров. Самой зрелищной частью стала тяга танка Т-80. Его на соревнования предоставили по приказу министра обороны России Сергея Шойгу. Как силачи тянут 46 тонн, а именно столько весит машина, можно лишь догадываться. Силачи уже не раз сталкивались с многотонными машинами. Чтобы сдвинуть их с места, атлеты с огромными усилиями карабкаются по закрепленной к асфальту лестнице. Но гусеницы идут хуже, чем колеса. Нужно использовать все тело, каждую мышцу, от плеч до пяток. Танк, конечно, мы тянем впервые. Посмотрим, кто кого. Побороть танк поодиночке спортсмены не смогли, поэтому богатыри объединились в тройке. В итоге первой под крики и аплодисменты зрителей технику сдвинула команда силачей из Эстонии, Голландии и Швеции. Не прошло и 5 минут, как спортсмены пришли в себя и уже давали интервью у поверженного танка. У нас была отличная команда. Да, я ожидал, что мы его сдвинем хотя бы немножко. Лучший результат на соревнованиях показал спортсмен из Латвии Айварс Шмаукстелис. Серебро взял наш Дмитрий Скосырский. Запнул же тройку лидеров спортсмен из Нидерландов Кельвин Дерут. Хоть танк и побежден, расслабляться не стоит. Мы уже сейчас и с судьями обсуждали, мы говорим, мы на следующий год привезем что-то еще больше, поэтому только тягайте. Как заявил оргкомитет, в следующий раз международные соревнования могут пройти в Петрозаводске уже в 2020-м, в год столетия республики. А телевизионную версию прошедшего события покажут в 100 странах мира. Эдуард Тур, Сергей Беляев, Самбо ТВ 360. Салават обыграл «Нефтехимик» в первом контрольном матче. Коллектив из Нижнекамска прибыл на игру в финский Иматри, где также проводил предсезонные сборы. Игра прошла в Паюлахте и закончилась со счетом 2-4 в пользу уфимской команды. В составе Салавата Юлаева шайбы забросили Александр Бурмистров и Максим Майоров. Дубль оформил Родион Амиров. Тоттенхэм по пенальти обыграл Баварию и стал победителем Audi Cup. Тоттенхэм нанес поражение Баварии в финальном матче в рамках турнира Audi Cup, который прошел в Мюнхене. Основное время встречи завершилось со счетом 2-2. Голы в составе лондонского клуба забили Эрик Ламела и Кристиан Эриксен. У мюнхенцев отличились Ян Фите Арп и Альфонсо Дэвис. Напомню, что 3-е место на турнире занял мадридский Реал, обыгравший Фенербахче со счетом 5-3.
Международная федерация футбола назвала имена претендентов на премию «Лучший футболист года». В список номинантов вошли 10 футболистов. Криштиану Роналду, Ювентус, Фрэнки де Йонг, Барселона, Мэттис де Ликт, Ювентус, Эден Азар, Реал, Гарри Кейн из Тоттенхэма, Килиан Мбаппе, Пари Сен-Жермен, Лионель Месси из Барселоны и 3 футболиста Ливерпуля – Садио Мане, Мохаммед Салах и Вирджил ван Дейк. Голосование за лучшего футболиста года ведется на официальном сайте FIFA. Церемония вручения награды лучшего футболиста пройдет 23 сентября в Милане. Таковы были новости спорта. До встречи в эфире.